Добрый день всем. Моя тема – польский крестьянский след в сибирской культуре конца XIX и начала XX веков. Почти до конца XIX столетия поляками в Сибири были главным образом сильные предприниматели, инженеры, служащие. Видно, есть связь или нет? Есть связь? Да, связь есть, мы вас слышим. Да, военные в наименьшей степени крестьяне. Деятельность и вклад поляков в изучение и развитие Сибири давно являются предметом исследований историков. В гораздо меньшей степени изученным остается вклад польских поселенцев. Этому есть несколько причин. Крестьяне-переселенцы не принимали активного участия в общественной жизни как шляхта. Они не оставили после себя ни мемуаров, ни записанных воспоминаний. Во время репрессий в 30-х годах XX века польские переселенцы в Сибири массово уничтожали письма, фотографии, документы, которые могли указывать их на связь с польскостью. По этой же причине мы черпаем сегодня о них информацию в основном из воспоминаний их детей и внуков. В отличие от сильных, добровольные крестьяне-переселенцы оказываясь в русскоязычном окружении, очень быстро утрачивали знания сначала родного языка, а потом польскую идентичность. Массовые выезды польских крестьян в Сибирь начались к концу XIX века. Следующим переломным моментом была реформа Столыпина, которая существенно усилила экономическую миграцию польских крестьян в Сибирь, особенно в Томскую и Тобольскую губернии. Открытым остается вопрос о численности польских добровольных крестьян-переселенцев в Сибири, поскольку часть мигрантов не выдержала трудностей переселения и возвращалась на родину. По разным оценкам, с 70-х годов XIX века до начала XX века могло переселиться в Сибирь от 170 до 600 тысяч переселенцев. Переселенцы из этнических польских земель должны были составлять меньше, чем 1% всех колонистов, прибывших в Сибирь в этот период. Некоторые представления о масштабе крестьянского переселения на рубеже XIX и XX века дают количество польских деревень в Сибири. По оценке Леончика, на переломе с конца XIX века до 1914 года было основано около 60 поселений. Для современного исследователя интересный культурный вклад этих переселенцев. Выезжающие в Сибирь могли взять с собой все, что хотели, однако они были инструктированы о том, чтобы не брать семена, поскольку то, что было проверено в их родных местах, скорее всего, будет непригодно в сибирских условиях. Мы не знаем, что именно брали с собой в Сибирь польские крестьяне, однако известно, что в их багаже все же были семена. Жители уже последней в Сибири этнической польской деревни Вершина в Иркутской области помнят и даже гордятся этим, что их предки научили бурятов сажать картошку. Кроме картошки, они привезли с собой также семена овса, пшеницы и жита. Похожая ситуация была и с инструментами. Польские крестьяне Столыпинской реформы везли в Сибирь плуги, а также другие сельскохозяйственные инструменты. Повозки, пилы, даже цепи, кузнецкие инструменты, ткацкие мастерские, инструменты для производства масла. Везли также скот, кони, коров, мелких животных, даже голубей.
Основатели вершины также привезли с собой инструменты, а их потомки до сегодняшнего дня для выращивания картофеля используются единственные среди соседних деревень плуги и радуа, доставшие от дедов и прадедов, так как таких хороших, как они говорят, уже никто не сможет сделать. Их предки везли в дорожных сундуках в основе кастрюли, одежду, постель, перины, подушки, часы, священные образы, молитвенные книги и церковные песенники, домашнюю утварь, даже вальцы для отжима биа. Переселенцы должны были иметь с собой также множество других необходимых вещей. Сразу по приезде, прежде чем поляки обустроились на вделенной им земле, чтобы пережить самый трудный период, они продавали бурятам или меняли на продукты предметы, привезенные из Польши. Из Польши переселенцами были привезены песни, а также музыкальные инструменты. Кроме скрипки, играющей центральную роль в польской музыкальной традиции, были также кларнет и контрабас. Мы до конца не располагаем точной информацией, что из сферы материального польские переселенцы привезли с собой, а что купили уже в Сибири, либо сделали сами. Важнейшей казается их осведомленность и решимость, с какой они приехали в Сибирь. Островский пишет: значительным был их вклад в развитие мукомольного производства и молочного хозяйства края. Поскольку польские крестьяне активно способствовали развитию в Сибири новых форм хозяйства, к примеру, промыслов. Среди польских деревенских переселенцев были также кузнецы, плотники, столяры и даже сапожники. Многие из них основывали в Сибири процветающие впоследствии собственные предприятия. Например, мельницы, кирпичные заводы, лесопилки, бандарные, плотницкие, столярные, сапожные, мастерские, кузнецы, заводы по производству масла, обработке кожи, а также образцовые скотоводческие хозяйства. Многие также успешно занимались торговлей сельскохозяйственными продуктами. Некоторые были и членами кредитских обществ, а также занимались серьезные должности. Польские переселенцы выращивали лен, конопью, разводили овец, сами производили ткани и шили одежду. Кроме материальных предметов, польские крестьяне-переселенцы привезли с собой в Сибирь собственную систему ценностей, прежде всего веру. Большинство было католиками, а также связанные с ней календарные и семейные обычаи, трудовой этос, эстетические и пищевые привычки, которые также влияли на восприятие их старожилами, их взаимоотношения, их защиту идентичности. Результатом этой системы ценностей были предпринимаемые ими усилия, чтобы поселиться рядом с другими католиками или как можно скорее построить в местах поселения школы и костелы. Католицизм и крестьянский прагматизм проявились также в отношении к детям. Семьи, как правило, были многодетские. Внебрачная беременность была осуждаема обществом. В то же время аборты были недопустимы. Независимо от религиозных взглядов, дети в сельском хозяйстве считались богатством, поскольку это были дополнительные рабочие руки. Трудолюбие, хозяйственность, забота об эстетике наряду с религиозностью были теми чертами польских переселенцев, которые обеспечали им признание российских чиновников и старожилов.
Эти черты, являющиеся также элементом польского автостереотипа, подчеркиваются также по отношению к строительству. В строительстве домов в Сибири поляки использовали и используют способы конструирования и декоративные элементы, широко используемые здесь. Однако авторы очерков о Сибири подчеркивают, что и дома, и их деревни выгодно выделялись на фоне соединенных деревень. Материальных следов польских крестьян-переселенцев рубежа 19 и 20 веков осталось немного, за исключением небольшого количества деревенских костелов и остатков строений этих времен. Однако нельзя сказать, что не осталось ничего. Чернова, которая пишет также о людях, уже не знающих польского языка, подчеркивает, что отличительными чертами из польскости осталось католицизм, календарная и семейная обрядность, внутрисемейные отношения, а также пищевые традиции, особенно те, что связаны с приготовлением и переработкой мяса. Единственной польской в культурном отношении деревни в Сибири пока еще стоит вершина в Иркутской области. Большая часть потомков первых переселенцев проживает в городах, вносит свой культурный вклад в процесс сознания новой идентичности польской сибирской диаспоры совместно с представителями остальных групп сибирской Полонии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, у онлайн участников, у присутствующих. Спасибо большое, Войтах. Спасибо. Спасибо.